«2016 год богат на яркие события и значительные достижения в культуре. Благодаря поддержке главы Чувашской республики Михаила Игнатьева, Кабинета министров, огромной работы учреждений культуры, общественных объединений, творческих союзов деятелей культуры и искусства и просто активных граждан реализованы крупные и значимые для отрасли проекты. В республике проведены значимые международные и всероссийские фестивали, выставки. Большое внимание уделено развитию детского творчества. Состоялось более 150 тысяч мероприятий. Они прошли в каждом городе, селе и деревне. Прошедший год дал новый импульс развитию культуры в республике. Из республиканского бюджета Чувашской республики на поддержку государственных учреждений культуры и образовательных учреждений выделены целевые средства в объеме более 181 миллиона рублей. Принимая во внимание важность укрепления материально-технической базы учреждений культуры, 141 миллион 200 тысяч рублей направлены на проведение капитального и текущего ремонта зданий учреждений. Художественного училища 27 миллионов 900 тысяч рублей, музыкального училища 24 миллиона 300 тысяч рублей, Республиканского центра народного творчества Дворец культуры тракторостроителей 18 миллионов 100 тысяч рублей, Национального музея 14 миллионов 400 тысяч рублей, Госархива современной истории 13 миллионов 400 тысяч рублей, Театр оперы и балета 13 миллионов рублей, Чуваш-драмтеатра 8 миллионов 600 тысяч рублей, Русского драмтеатра 8 миллионов 100 тысяч рублей, Института культуры и искусств 7 миллионов 700 тысяч рублей, Госархива электронной и кинодокументации 1 миллион 200 тысяч рублей, Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР Андриана Григорьевича Николаева 1 миллион 100 тысяч рублей, Училище культуры 900 тысяч рублей. Важным достижением является выделение финансовых средств на завершение реконструкции здания Государственного исторического архива Чувашской республики. Ведется капитальный ремонт и оснащение сельских клубов современным оборудованием, сценическими костюмами и музыкальными инструментами. В 2016 году проведены ремонтные работы в зданиях 15 сельских клубов. 7 клубов оснащены современным специализированным оборудованием. Однако основным достижением года стало начало строительства сельских клубов. В республике продолжены ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия: Вознесенская церковь в Порецком районе села Семеновская и в Доме крестьянина города Чебоксары. В республике сложилось взаимопонимание между народами, веротерпимость и укрепление межэтнических и межнациональных отношений. Национальные праздники Агадуй, Сабантуй, Ханука, Курбан-Байрам, Наурус, Байнах, фестивали в краю 100 тысяч песен и танцев, неиссякаемые родники, венок дружбы, перепелочка, звучи российская глубинка, серебряный голос не перестают удивлять многоцветием народных традиций, обычаев, художественным творчеством. Все это укрепляет авторитет Чувашской республики на всероссийском и международном уровнях, делает ее привлекательной для сотрудничества. В дни проведения фестиваля «Родники России» проводится всероссийский конкурс изделий мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая». В 2016 году жителей нашей республики своим мастерством и талантом поразили умельцы из 18 регионов России. В 2016 году в республике на высоком организационном уровне прошли Международный балетный фестиваль, Международный оперный фестиваль имени Михайлова, Международный особенный фестиваль «Форум для особенного зрителя. Одинаковыми быть не обязательно», фестиваль национальных молодежных театров и тюзов «Сказочная палитра», Международный Кокелевский пленэр. Состоялись мероприятия, приуроченные 80-летию заслуженного художника России, народного художника Чувашии Виталия Петрова Проскивити, народного артиста Чувашии Айдара Хисамуддинова, заслуженной артистки России, народной артистки Чувашии Валентины Смирновой, заслуженного художника России, народного художника Чувашии Владимира Нагорного. Юбилеи отметили Чувашский государственный экспериментальный театр драмы и Чувашская государственная филармония. В год кино театр юного зрителя обрел свой дом. Это событие
мероприятие знаменует собой начало нового этапа развития детского профессионального театрального искусства в Чувашии. В Чувашии работают режиссеры, продюсеры, которые создают собственные фильмы, имеющие определенные успехи. Вместе с тем в республике назрела необходимость создания государственной киностудии, способной консолидировать всех участников современной киноиндустрии в республике. В год российского кино в Чувашской республике, благодаря поддержке главы Чувашии Михаила Игнатьева, воссоздана государственная киностудия «Чувашкино». Реализованы крупные проекты, направленные на пропаганду достижения отечественного и национального кинематографа. Среди них 9-й Чебоксарский международный кинофестиваль, посвященный кинематографу малых народов. 2-й сельский кинофестиваль «Люблю тебя, мой край родной». 36-й международный студенческий фестиваль в ГИК, 2-й всечувашский кинофестиваль «Азам», 2-й фестиваль экологического кино «Первозданная Россия». Чувашия стала активным участником 1-й всероссийской акции «Ночь кино». В 2016 году особое внимание было уделено развитию сети кинозалов в малых городах страны. Чувашия получила 30 миллионов рублей безвозмездных субсидий из фонда кино на приобретение цифрового кинооборудования. Новые кинозалы появились в городах Алатырь, Шумерля, Канаш, Мыринский, Посад, Цивильск. Киномобиль государственной киностудии «Чувашкино» и архива электронной документации побывал в самых отдаленных населенных пунктах Чувашской республики, жители которых получили возможность увидеть киноновинки в условиях, не уступающих современным кинотеатрам. Жители республики новыми книгами, интересными проектами и мероприятиями порадовали библиотеки Чувашии. Ценным подарком для юных читателей стали книги, купленные на средства, поступившие из резервного фонда президента Российской Федерации. При поддержке главы Чувашской республики Михаила Игнатьева библиотечные фонды пополнились новинками чувашского книжного издательства, ведущих российских издательств, на более чем 4 миллиона рублей. Национальная библиотека Чувашской республики отметила свой 145-летний юбилей. Сегодня Чувашскую республику по праву можно называть привлекательным регионом Приволжского федерального округа в сфере туризма. Развитию туризма пристальное внимание уделяется главой Чувашской республики Михаилом Игнатьевым. По его поручению в конце прошлого года создан информационный, туристский и культурный центр Чувашской республики. Уже весной 2017 года туристский центр предложит жителям и гостям Чувашии туры в самые привлекательные уголки региона. Мы динамично развивающийся регион страны и заинтересованы в привлечении туристов. В 2016 году внутренний туристический поток вырос на 7%. Республику посетило свыше 200 тысяч человек. С 2016 года в Чувашии реализуется экскурсионно-образовательный федеральный проект «Живые уроки». Старт данному проекту дан 17-18 марта 2016 года в рамках межрегиональной конференции по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Живые уроки». Всего в 2016 году «Живые уроки» посетило более 3000 обучающихся Чувашии. Продолжается строительство туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия». С 2015 года этноэкологический комплекс «Ясна» активно принимает туристов, предоставляя пакетные туры на любой вкус. При всей своей многофункциональности и поликонфессиональности Чувашская республика в этнополитическом плане в течение длительного периода является одним из наиболее стабильных и спокойных регионов Российской Федерации. В Чувашии десятилетиями в мире и согласии проживают люди 128 национальностей и 8 этнических групп. Данные опроса общественного мнения показывают, что более 86,5% респондентов межнациональные отношения в регионе оценивают положительно. В 2016 году в Чувашской республике на реализацию мероприятий, направленных на поддержку общественных инициатив, формирование и укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности, а также на реализацию мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия на территории Российской Федерации, Федеральным агентством по делам национальностей выделена субсидия в размере более 4 миллионов 800 тысяч рублей. Особое место в череде мероприятий занимает 6-й культурный форум по вопросу государственной поддержки национальных меньшинств. Мы обладаем уникальным многовековым опытом мирного сосуществования народов. У нас исторически сложилась спокойная этноконфессиональная обстановка. Мы в Чувашии стремимся находить и развивать то, что нас сближает, а не разъединяет.
Впервые традиционный национальный праздник Всероссийский Агадуй-2016 проведен в Крыму, участие в котором приняли делегации из 16 регионов России и зарубежья, всего более 500 человек. Ярким событием стала Тихвинская ярмарка в городе Цивильск, которая объединила 17 национальностей. Участниками межрегионального форума «Через культуру к согласию народов» стали деятели культуры, литературы и искусств, библиотечные специалисты, мастера декоративно-прикладного искусства, кинематографисты из национальных республик, а также ближнего зарубежья – Кыргызской республики и Республики Молдова. Продолжением этого яркого события стал межрегиональный фестиваль национальных культур «Семицветик». В День народного единства в Чувашском государственном театре оперы и балета прошел 3-й республиканский фестиваль национальных культур «Единая семья народов России». При участии главы Чувашии Михаила Игнатьева, депутата Госдумы России Владислава Третьяка в сентябре в Ульяновске состоялось торжественное открытие Чувашского национального подворья культурного комплекса «Национальная деревня», которое без сомнений способствует укреплению многонационального российского государства. Важным событием в этнокультурной жизни республики стало проведение 10 сентября 2016 года в городе Чебоксары съезда народов, проживающих на территории Чувашской республики, на котором создана Ассамблея народов Чувашии. Вся многогранная работа в сфере культуры направлена на поддержку духовных и нравственных ценностей каждого жителя нашей республики. Экология души, как и экология природы, дело государственной важности, так как от внутреннего состояния человека зависит гармонизация семейных отношений, воспитание подрастающего поколения и, как следствие, экономическое процветание родной Чувашской республики. Культура – это то, что остается, когда все остальное забыто.